Всем привет! Утро 17 сентября. Очередной поход за брусникой. Второй поход за брусникой будет сегодня. Также тепло, солнечно, штиль. Перешел через речку. Тут Николай уже впереди меня куда-то ушел. Новая лодка у него. Новая лодка уже, на новой лодке катается. Вот. Если сегодня получится, то поеду я на велосипеде подальше, куда вот вчера ездили. Наверное, чуть дальше съезжу. Ну так, покатаемся, посмотрим новые места. Там, может, ягоды есть. Велосипед стоит, как ни странно. Как ни странно, стоит на месте. Сейчас покажу. Как оставляли, так и стоит. Никто не трогает чужое. Нельзя трогать. Туман с утра хороший был. Листва немножко падает. Ну, дальше дожди обещают, не знаю. Может и испортится погода. Вот так вот. Вот наш велосипед. Как оставлял, ребят, так и стоит. Только вот вчера я крайник забыл закрыть. Надеюсь. Ну, в принципе, лишний бензин я не вижу, чтобы капало там через карбюратор напрямую. Хрен вы пойми. Это китайские изделия. Но надеюсь, получится запустить и поедем. Цепь нормальная еще. Все нормально. Сейчас туда пойду, где ровная дорога. И там уже будем заводить. Приятного вам просмотра. Посмотрим, что за поход получится. Сегодня 2 посуды взял. Как бы туис. Ну, грубо говоря, вчера я почистил от бруснику полный туис. Это получилось где-то литров 6. И еще взял 10-литровую канистру, которую я на рыбалку я обычно беру. В моих фильмах где-то, может, и видели уже. Вот еще вот это беру. Взял. Ну и, чтобы, не знаю, может дальше уже сбор ягод мне просто не будет, поэтому сегодня по максимуму поищем, если найдем, затаримся брусникой, если нет, так как получится. Самое главное, посуду взял, он легкий, канистра, совсем легкая. Так, у меня получается открыто. Ну, будем пробовать запустить. На улице прохладно. Залило, нет, там видно будет. Крайник открыт был всю ночь. Блядь, что-то я перепутал. Ну, похоже, что он залит. Очень похоже. Может и нет. Да. Лучше крайник закрывать, ребята. Я думаю. Блядь, одной рукой ни хрена не успеваешь газовать и держать.
Пусть нагреется немножко. Как видите, он быстро схватывает, сразу взял. Лучше крайник закрыть, конечно. Ненормально. Я думал, сегодня помучаюсь. Здесь просто поеду, пока греется. Быстро нагреется. Всю дорогу снимать не стану. Где я уже катался, это я пропущу. А если дальше поеду, уже другие места. Там буду снимать. Фу, вспотел, бля. Да. Нагрело. Сейчас попробуем поехать. Все, поехал. Погнали. Нормально. Самая лучшая техника в мире. Бензин не посмотрел, не заправил. Дай фиг с ним. Сколько хватит, поеду, там уже заправлюсь. Небольшой перекур. В общем, пока остывает двигатель. Тут такой бор хороший. Прям отличный. Тоже. Здесь я и в прошлом году тоже собрал. Чуть дальше только ездил. Здесь посмотрю. Может что-то есть. Вот вижу, грибы есть. Вон они. Черники дофига. Куда не останавливаешься, везде кругом черника. Нам брусника нужно. Ну, здесь проверю, посмотрю. И я уже почти доехал. Еще осталось где-то с полкилометра до вчерашнего места, где я собирал ягоды. Вот. Сейчас покажу, от какой бор тут. Офигеете вы. Смотрите. Черники сколько. Черники сколько, ребят. Что глаза берет, все черника, смотрите. Надеюсь, камера передает. Вкусно, упругая еще. Вон. Черники сколько, ребят. Хоть чернику собираю. Жалко оставлять. Вот это да. Поляна такая. Вкусная, блин. Вообще не водянистая, еще такая. Настоящий вкус черники. Капец, сколько черники. Сюда еще надо приехать, чернику пособирать. Реально жалко оставлять. Я не знаю, как еще вам показать. Просто очень много. Ладно, поищем бруснику. Сегодня, братца, брусника у нас. Или в ту сторону сходить. Что-то в этой стороне. Давайте, вот туда схожу. Я обычно там собирал. Посмотрю там. Здесь такие волока большие есть. Жаркий день будет снова. Брусника-то была здесь тоже. Черники сколько, ё-моё. Вот, смотрите, ягель. Это знак. Вот, видите? Значит, тут кто-то уже собирал. Но
брусники я не вижу. Следы лисы. Там много копался, вон тут тоже свежий коп такой. Вот. Чего он так ищет? В общем, тут брусники вообще нету. Бесполезно даже искать. Хотя я тут собирал раньше. Так. Ну. Вода остыла. Думал, там какая-то техника идет. Так, ладно, сейчас надо как-то залезть на этот велик. Фу. Ладно, дальше поехали. Будем искать. Ой, блин, тяжело по песку ехать. Песок, блин, пипец. Чуть не улетел. Капец, песок там. Тут гора будет, песок тоже. Не знаю, как поеду. Ай, тяжело. Подъем, блин. Здесь вообще дорога не очень. Запыхался, наверное, мой мопед. Потому что ехал и тут вообще песок. Пришлось помогать педалями. Но справился, не думал. Думал остановиться. Где-то вот так пройду кругом. И на другой стороне дороги там круг такой сделаем, ребят. Посмотрим. Не знаю, что-то есть, нету тут. Места просто я не знаю, где вот брусничные места. Здесь мало хожу я. Мало охочусь. Ягоды тоже собрать сюда не прихожу. В общем, иду. По пути так вот набираю. Где-то местами там попадаются. А чтобы вот такую поляну я нашел и мог спокойно собирать. Пока такого нету. Так по пути буду только. По пути иду и собираю. Вроде есть, но в то же время не очень хорошая. Не очень хорошая, ребята. Так себе мелкая совсем. Даже и собирать неохоту такую, как дробинка. Мелкая. Так, если посмотреть, вроде есть, на, знаете, вот собираешь, нифига не наполняется такая брусника. Не, это не то. Это не то, ребят. Поищем. Понятное дело, много времени теряешь на поиски, но другого варианта нету. Что-то я в эту сторону за грибами вообще не ходил. Там разворачивался, а тут, оказывается, ягоды до хренища еще. Вон, подосиновик. Буду иметь в виду. Что-то, честно не знал. Дорога куда-то идет. Какая-то дорога идет, лесная. Выхожу на дорогу. Сейчас там я вижу вырубка. И где-то вроде бы, если не прошел уже, дорога туда заходит. Волок.
В общем, перейду на другую сторону дороги. Там проверю. Здесь, кроме черники, ничего нету. Черники дофигища. Но я уже прошел. Но здесь и пройду. Здесь еще проверю. Если ничего нету, поедем дальше. Тут черничные поля оказались. Прилично я прошел, может быть. Или там еще дальше волок. Хрен пойми. Не знаю. Тут тоже шляпа. Оказывается, ягель нету. Мне надо ягель такой пруток с вырубкой. Тут их бесполезно там надо проходить. Там черничные поля кругом. Лес не такой. В таком месте брусники просто. Или если она есть, она невкусна. Сырость тут. Черники, море. Просто море. Вот так вот. Ну тут попадает немножко, но крупна даже. Вот так вот здесь пройду. Если буду находить, может еще влево сходим. Посмотрим, сейчас на вкус надо попробовать. Так-то, в принципе, оно. Неплохой. Неплохой. Это хорошо. На вкус, я бы сказал, даже хороший. Так, потихоньку, не спеша. Лучше успокоиться и начинать собирать. Потому что, места не знаю. Хрен пойми, где искать. Время потеряешь полдня. Потом жарко станет. Вот так. Потихоньку, помаленьку. Намного лучше не рассчитывать. Что попадет. Пособираю. Конечно, тут не ахти собирать, но надо сноровиться. И все получится. На чернике море. Просто море. Главное, чтобы она крупная была, брусника. Фу, рюкзак сниму. Тут поковыряюсь. Потихоньку. Потому что я уже спотел весь. Может, что-нибудь дай наковыряем. Так, ну что, первые минуты сбора ягод. В общем, один комбайн я набрал. И самое главное, что я увидел здесь, это, ребят, смотрите, где растет этот рябина, везде есть плоды. Плоды это, вон он. Это обнадеживает. В том смысле, что когда много рябины, также есть птица боровая. Хотя сегодня я тоже 3 тетерев, косачей видел на ходу, когда ехал. Не буду говорить, где это было. В общем, на дороге. Вот. Хотел раздеться. Сначала разделся уже, и, блядь, такой ветерок сегодня прохладный. Быстро оделся, только вот шапку поменял. Ну все, начало есть, ребят. Я смотрю, здесь будем ковыряться. Нафиг искать, куда-то ехать. Лучше спокойно здесь буду собирать. Вот, первый комбайн. Вот он. Так что можете поздравить с первым комбайном. Вот туист наш. И еще вторая канистра. Вот он. Он легкий, удобный, вообще канистра хорошая. Уже много лет этим пользуюсь. В основном на рыбалку я его беру. Так, на таежную речку. Все, дальше собираю. Болтать некогда. Пока не так жарко. Но сегодня хоть ветерок такой хороший. Ну, видать, уже погода хочет поменяться там. Может, дожди будут. И вот вижу, брусника не местами есть. Тут буду. Иду вон оттуда, с того угла. Вот именно на угол вышел. И вдоль этого волока я, короче,
прошел. Сейчас покажу, сколько набрал. Вот, короче, ну, половину еще, грубо говоря, 3 комбайна и вот это заполнить. Ну, мало. Такой один хороший участок попадал, вот, собрал, и резко все закончилось. А здесь вообще ничего нет. Сейчас я возьму комбайн, пакет и сходим еще вон туда. А рюкзак здесь оставлю. Потому что к дороге вот по этому волоку буду выходить. Вот, ну, хороший, лавочка такая, вот, столик. Это лесорубы здесь поставили. Когда вот эту делянку они косили, ну, здесь, видать, у них стоянка была. Трактора, наверное, где-то вот тут стояли. И здесь они обедали. Так что мы тоже попьем кофе. Вот мы на чашечку кофе попьем и дальше на поиски. Тут, смотрите, кто-то высыпал. Уронил, наверное, ведро. Смотрите. Значит, тут ягоды собрали. Да, кто-то ронял ведро здесь. Столик высокий. Смотрите. Такой какой. Забыл взять. Там мне подписчик Александр вроде отправил сухпайки, которые надо было что-то взять, вкусняшку. На обед я взял огурцы с теплицы и из теплицы и еще взял хлеб. Ну, на быстрый поход, в принципе, хватит. И сейчас вспомнил, что можно было взять еще какую-нибудь консерву. Вот про консервы я тоже не подумал. Там рыбные консервы еще есть. Тоже от подписчика. Рыбные консервы надо было взять. Открывашку, ложку. И просто вот здесь посидеть, пообедать. Нормально, по-человечески. А вот так сухомятку, когда закидываешь только хлеб с чаем, это тоже, ну, обед нормальный должен быть. Вот здесь я вот это, лучше бы я это не видел, вот здесь вот бруснику. Но понятное дело, здесь собирали. И это говорит о том, что здесь тоже уже люди были, собирали, ходили, искали. А мы добираем остатки. Столик очень высокий, просто, ну, обедать вот так. Это с моим ростом, а там эти люди, ну, стоя, если удобно, так скажу, что вот комфортно сидеть за этим столиком. Ладно, сейчас попью еще кофе, схожу еще туда. Если ничего не удастся, ничего не будет там, то соберемся и еще дальше съездим. Там еще посмотрим. Там вырубка бесконечные вырубки, и сосновый лес, одинаково однотонный, тайга однотонная. Есть где искать ягоды. Просто надо найти, где они есть. Места не знаю. 2 гриба нашел. Оставить. Красноголовый. Подосиновик. Там еще маховик хороший был на. Взял, думал, вот эти 2 штуки нашел, думаю, сейчас грибы пойдут. А нет, ничего там. Ставлю здесь. Чтоб представление имели, где я нахожусь. Вообще, пил чай вот по этому волоку, если идти, вон там в углу. Там у меня рюкзак оставленный. Пришли вон оттуда. А здесь, оказывается, такое вот болотистое место. Глухариное такое. Вот, и брусника, ничего тут нету. Кроме пней. После лесоруба. Здесь ручная валка была хорошая. По-человечески тут лес вырубали. Это сейчас харвастеры, короче, стригут. Мама не говорит, последних остается. Вот. Ну что тут? Тут делать нечего. Поедем дальше, где-нибудь еще поищем. Расстроился я, надеялся, что в этом углу что-нибудь найду. Но ни хрена тут нету. Случайно наткнулся на такую вот дорогу хорошую.
Между прочим, справа такая низина, а здесь эта дорога куда-то вот идет. Решил тоже сходить, посмотреть. Может, на какую-нибудь старую вырубку это приведет, и там мы найдем, что ищем. А если найдем, здесь дорога хорошая, я обратно пойду пешком и на велосипеде уже на велике заеду. Ну там, наверное, болотистые места тоже. Сейчас сходим, посмотрим. Смотрите, белые грибы прямо на дороге растут. Очень много машин там ездило. Может, чернику собирали. Хрен пойми, что тут растет. Что-то новые места, блин. Тоже гадаю. Вон, под осинами. С листвой так сливается, сразу и не заметишь. О, листва сегодня падает. Ветрено немножко. В руках только комбайн. Рюкзак все оставил возле столько. И смотрите, развилка какая-то еще. Или кольцевая, может. Очень хочется, чтобы я ошибся, но здесь похоже на... Вот если посмотреть, еле-еле видно, но очень похоже на следы медведя. Вот когти вон. Да. Здесь медведи, ребята. Мы не одни. Мы не одни тут. У меня даже ножа нету в кармане. Сейчас буду скоро заикаться, блин. Не очень люблю их. Не очень уважаю. Но они есть. В любой момент могут там навстречу там. То подожди. Тут непонятно, какие следы. Вот здесь песок. Здесь видно или зайцы, или же лисы тут, короче, тусовались. Именно не так одним махом прошли, а вот именно что-то там. Вот. Много следов. Ну, я и говорил, что здесь такое влажное место. Дорога все еще идет куда-то. Непонятно куда. Здесь ни одной лужи нету. Смотрите, все высохло. И кругом вот это сосновый лес. Сосняк такой. У меня поход сегодня такой именно по новым местам. Как-нибудь здесь ружьем еще надо пройтись. Подальше. Спокойно, не спеша. Может, и в таких местах можно встретиться с этими, как же, сейчас скажу, с косачами, с тетерками. Прилично уже отошел я от велосипеда, между прочим. Вот тут хороший пруток, вот здесь проверю. Здесь более-менее обнадеживает такое место. Да. Вот смотрите, и Яголь там дальше. Подъем. Ничего себе. Куда эта дорога ведет-то? Что-то давняя дорога. Там, наверное, какая-то старая вырубка. Хочется еще идти дальше и дальше. Ну, проверим сейчас. Глянем. Блять, дурак тоже нож не взял. Ну нафиг. Ходить, конечно, без ножа. Блять, медведя встретишь, на. Нож пригодится, хоть живым не сдаться. На. Так, ладно. Поищу я бруснику. Если найдем, то сходим за велосипедом. Станы есть, но скажу, что их тут много. Кругом черничные поля, блин. Да, тут черники тоже навалом. А брусники пока не вижу. Вот смотрите, ребят, именно остановился показать это место. И есть такое воспоминание,
что мы с Викторовной, Ларисой Викторовной, с моей женой, здесь ездили на восходе, за грибами приезжали. Это значит, я уже тут был. Потому что вот это место, вот такое вот, если присмотреться, как туннель, как аллея такая вот. И вот эта листва, которая вот выпала, она, блин, наверное, 20 лет уже прошло, и до сих пор еще вспоминают. Я говорю, такую красоту видел. Вроде здесь это было дело. Вот именно вот как-то по-своему красиво. Это на видеокамеру, конечно, не передать. Вроде здесь. На восходе мы приезжали. И собрали грибы. А брусники нету. Я не знаю, толку. Идти есть нету. Все это везде, все выкопано. А между прочим, камушки, смотрите. Очень много. Место тут хорошее для боровой птицы. Камушка кругом. Даже глухариные перья вон. Я и сразу заметил, что тут камушки. Понятное дело, это глухарям очень нравится. Такие места. И вот здесь, если карьер сделать для того, чтобы вот насыпь поднять дорогу, в принципе здесь земля хорошая. С камушками. И уплотняется, я думаю, хорошо. Да, это та дорога, я думаю, не ошибаюсь. Потому что есть воспоминания у меня тоже. Блядь, ну где это бруснику-то искать? И хочется по дороге идти. По дороге еще туда дальше. Может где-то там изба есть, не помню. Вообще не помню. Где-то заканчивается все равно эта дорога. Может километр, может 5 еще идет. Не пойму. Ай, нету. Представляете? Брусники нема. Нету брусники. Там тоже болотистые места. Дальше не пойду. Бесполезно. Что-то дорога еще скажут. А чернику тут собрали. Потому что черничные поля хорошие. И видно, что черники много было. И видно, что собирали тут. Это 100%. Даже с уверенностью могу сказать. Куда же эта дорога ведет? Время теряю. Капец. Кругом вот эти грибы. Вон, гниют. Гниют. Жестко гниют. А нового такого выхода особо и нету. Ну сейчас дожди пойдут, может еще. Может еще грибы будут. Видать, это, ребят, конечная будет. Здесь, смотрю, разворот. Или дорога еще куда-то идет, но я точно здесь развернусь. Потому что, ну да, дорога еще идет дальше и дальше. Не, я дальше не пойду. Здесь я бруснику не нашел, потерял кучу времени. А дорога все еще дальше идет. Я здесь как-нибудь другой раз на охоту приду, побродим. Это уже другая история будет. Я возвращаюсь. Далеко уже ушел. Надо обратно идти. И тоже себя, бывает, не могу остановить. Надо давно уже было мне развернуться. Нет, надо еще дальше. Интересно, что там впереди. Во-первых, я у своих односельчан, у знакомых, кто в этих местах ходит часто, поспрашиваю, насколько далеко эта дорога идет. И разузнаю, чтобы примерно, чтобы знать. И как-нибудь другой раз
с манком, рябчиков, просто с ружьем на плечах побродить. С навигатором обязательно. Чтобы вот по этой дороге зайти туда и где-нибудь в другом месте уже круг сделать, выйти. Здесь лес еще с лесопунтовских времен, смотрите. Значит, эта дорога от лесопунта еще вот хлыстовые идут. Лес лежат. Сколько кубов тут сгнило на месте. Чего себе. Ну, пару лесовозов точно есть. Лесовоз примерно 20 кубов. Ну, примерно 40 кубов тут лежит. Лесовоз, но может ошибаюсь. 20 это, наверное, много, сказал я. Кубов 15, наверное, хлыстовым, когда возили МАЗ там, лесовоз. Это сейчас такие вот МАЗы такие, блин. Начнешь обгонять на трассе, как поезд обгоняешь. 5 пачек там. Капец, сколько кубов за раз возят. Крепкие машины начали делать. Ну, такая вот дорога прекрасная. Сейчас, короче, не раздумывая, я выхожу к рюкзаку, беру рюкзак, иду к велосипеду и еще где-то на пару километров дальше съезжу, там проверю. Если нету, все, возвращаюсь. Хотя бы вот этот туист набрать, 5 литров или 6 там будет. И то хорошо. Все равно пустым не будем ехать обратно. А здесь вот столько направо. Смешно. Вообще нет. Черничные поля, тут черники, море навалом. А брусники просто нет.